Рамин Миланович, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о обстановке пожароопасной в нашей республике. Доброе утро. Сегодня у нас действует 171 лесной пожар на площади 3 миллиона 948 тысяч га. Проводим работу по тушению 62 лесных пожаров на площади 1 миллион 318 тысяч га. Локализовали 8 пожаров на площади 64 тысячи га. Всего ликвидировали 18 пожаров. Работает у нас сегодня почти 5000 людей, 751 единица техники. Вновь обнаружили 21 лесной пожар на площади 3880 га. Вчера мы провели оперативное совещание по итогам правительственной комиссии, где провел Зиничев, министр МЧС, и принял участие Арсений Сергеевич. Нам поставлена задача распланировать работу вновь прибывающих сил и средств МЧС Российской Федерации. Дополнительно прибывает Ми-26 ВСУ на 15 тонн и Ми-8. Оперативным штабом принято решение задействовать эти воздушные суда на тушение лесных пожаров, которые уже перешли границу Намского и городского округа город Якутск. Значит, будет мобилизована дополнительно вездеходная техника и гусеничная техника для обслуживания данных лесных пожаров. Угроза населенным пунктам существует. Это 13 населенных пунктов. На карте я могу показать общую ситуацию по республике Саха-Якутия. Уважаемые жители Якутии, представляем вам обзорную карту лесных пожаров в центральной части республики Саха-Якутия. Напоминаю, что чрезвычайно высокий класс пожарной опасности – это 5-й класс. Здесь действуют природные факторы – это температура воздуха, ветровая нагрузка и отсутствие осадков с момента последних дождей. На обзорной карте мы показываем общую ситуацию по республике Саха-Якутия. Это Вилюйская группа. Сегодня мы решили сосредоточить силы от Ортосорт, это Вилюйский улус. Как вы видите, огонь, это 44-й лесной пожар, идет со стороны юга, и вот 59-й с севера. Поэтому здесь сегодня принято решение тоже нарастить силы и средства и не проводить передислокацию сил и средств, которые здесь находятся. На особом контроле у нас находится вот 24-й пожар, который вот пересек границы городского округа город Якутск. Здесь вот как раз на обслуживание этого пожара будет работать вновь прибывшая вертолетная техника Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Ми-26 ВСУ на 15 тонн. По наземной зоне мы сегодня решением оперативного штаба выделяем дополнительную бульдозерную технику, вездеходную технику. Ну и под наблюдением находится вот Магарас, Кюрюлях, Бешкюль, также Усалданские пожары, Кабеконцы, Фрунзе, это в Намском улусе. Усалданские пожары, вот 20-21 А, и, конечно, Чурапчинский пожар в Мельджахсе. Ситуация на 13 августа вот такая достаточно острая. Силы и средства лесопожарных формирований Республики Саха-Якутия, федеральных сил и МЧС Российской Федерации работают на тушение лесных пожаров и на охрану населенных пунктов. Благодарим вас за предоставленную информацию.